перестали закупать новую сельскохозяйственную технику, сельхозоборудование, но это капля в море. Большинство наших механизаторов до сих пор работают на сельскохозяйственной технике, которая приобретена 20-30 лет назад, а это превышение шума, вибрация. Если взять наш животноводческий комплекс, то только в последние 2 года началось строительство наших ферм новых и реконструкция старых ферм. Это тоже только буквально 5 организаций построили эти фермы. Остальные фермы, построенные при советской власти в деревянном исполнении. Это очень тяжелый женский физический труд. Это превышение в десятки раз аммиака, сероводорода и превышение влажности. Если взять полеводов наших, то сегодня погода прекрасная, а наши женщины в резиновых сапогах, в резиновых перчатках, в дождь, снег, слякоть рубят вручную капусту ножами, когда вся Европа уже давно перешла на комбайны. Если возьмем по оплате труда, по достойной оплате, как говорят, то возьмем севера. Если взять сельскохозяйственный район Нижпогодский, там средняя зарплата по сельскому хозяйству по району 7902 рубля. Берем сюда ближе, Усть-Лымский район, 7800 рублей по сельскому хозяйству. Перекинемся дальше, возьмем Усть-Куломский район, там средняя зарплата 6800 рублей по сельскому хозяйству. Но у нас есть еще промышленное производство, это хлебозаводы, молзаводы, птицефабрики. Если взять потом уже Усть-Куломскому району среднюю зарплату по промышленности, а там крупный сильный хлебозавод, так там средняя зарплата, знаете какая, 6823 рубля. На 23 рубля больше, чем в сельском хозяйстве по району. Если взять вот сюда, в Ильгар, Сыктывкар, Сыктывдинский район, птицефабрика Сыктывкарская, сильное, мощное, крупное предприятие, средняя зарплата 15 тысяч рублей. Но до 1 июля, когда было подписано соглашение между главой Республики Коми, правительством и работодателями и профсоюзами, если взять по отдельному, допустим, вот там колбасный цех есть, ну это